Ребятки, всем привет! Ну что, Налим 2025 осень, ребята, в самом разгаре. Второй выезд, первый выезд, кто смотрел, тот видел, ездил на мотоцикле через Бор. Ничего не понял. Два хвоста небольших ночью попалось и все. Сегодня, ребят, я на лодке хочу побраться вверх, в верховья, на свои любимые точки на Лиме. Но смущает одно, ребят, воды очень мало и коварный перекат. Я надеюсь, мы его пройдем. В этом году ни разу не поднимался еще наверх. Не знаю, что происходит. Плюс-минус я путик знаю, как надо петлять, но все равно. Порядка 20 километров хочу подняться. Из них 3, ребята, это перекаты. Отхожу от деревни. Погода шикарная. 2 часа, 2 час дня. Выехал пораньше, потому что, ребят, ну что такое 20 километров на моторе? Ни о чем, полчаса. Но с перекатами может и пободаться придется. Соответственно, выехал пораньше. Не знаю, пройду, не пройду, ребят. Как-то так. Ну, со мной, как обычно, шмурдячок небольшой, закидушки, пила, естественно, потому что уже осень. Ну, в общем, пару рюкзачков, маленькая палатка, полный бак бензина, запасной винт, ребята, и хорошее настроение. Обильно падает лист уже. По воде он так вот выглядит, ребят. Погода крутая. 20 градусов тепла. Сентябрь прям жарит. Возле деревни сидят рыбачки. Помахали мне на удачу. В общем, давайте, ребят, попробуем. Не знаю. Небольшое волнение такое, знаете, что там будет происходить сейчас. Помимо мелководного участка, он весь и закоряженный еще, ребят. Там, по идее, нужно идти глиссером, потому что когда ты останавливаешься, у тебя лодка оседает, мотор еще глубже. Ну, боишься, что ударишься. Ладно, поехали, ребят, попробуем. Короче, с Богом. Не знаю, куда ехать. Ё-моё! Приехали, блин. Приехали, ребят. Ну вот они и начались. Перекатики наши, ё-моё. Куда ползти, пока не знаю.
Ну что, ребят, добрался я. Ну, в принципе, нормально. Ну, поменялось очень. Я другой стороной ходил. Там сейчас все замыло. В общем, блин, не то пальто, как раньше я ходил. Вот примерно путик знаю свой. Обычно там. Сейчас смотрю, там вообще ковер. Потом где-то центром шел. Короче, блин, поменялось. Ну, пару раз сходишь вот так, ребята, и потом нормально будет. Плюс-минус там. Как бы еще опасаешься, потому что коряги каждый год все меняется, что-то новое вылазит. Но я добрался, ребят, на своем любимом месте. Наверное, вы его узнали. Ровно 25 километров до сюда долетел. Ну и так немножко удивлен, ребят. Нормальный такой стан. Видно, здесь рыбачили. Но я уже сделал расследование, ребята. Ну, я как обычно приезжаю, я всегда в первую очередь прохожу, смотрю обрыв, смотрю берег. Вот. И что здесь происходило. В общем, здесь, ребята, была, наверное, мощная рыбалка. Скорее всего, какой-то поход. Вот. Потому что здесь рыбачила компания не маленькая. И, скорее всего, это летом. Сейчас покажу, ребят. Ну, моя любимая песчаная полка. Река делает 90 градусов. Здесь такой затишок. И как бы здесь я вот обычно осенью рыбачу на донке. Смотрите, сколько стоит рогатулек по берегу. Но это очень давно, так как они в воде. И вода сейчас была, ребят, на днях буквально вот здесь. Чтобы вы понимали, вода сейчас начала падать. Вот, вода доходила. Видно, что там тина всякая. Короче, рыбачили. Ну, рыбачили летом, скорее всего, фидерами, удочками. Вот. Столько дров оставили. Ну, конечно, это приветствуется. Сделали такой столик. Вкопали. Вот. Ну, может, для чистки рыбы, что-то такое. Как бы, ну, молодцы на самом деле. А так, видно, что рыбачили на фидер, потому что много банок кукурузы и антикомарин. Вот. Ну, за дрова спасибо, как говорится. Я, конечно, с пилой, но сегодня у меня пилить дрова не нужно. Мне, в принципе, на ночь хватит. Идем дальше, ребята. Я уже все проштудировал. Вот, обычно на вот этом пятаке ставлю палатку. И здесь проводим рыбалку. Но, к сожалению, там сделали туалет. Оп, оп. Вот на этом подъеме, ребят, я ставил палатку. С этим видом просыпался. Но здесь, смотрите, туалетная бумага. Даже вот есть. Но уже видно, что от жары все это. Вот такие тропы, ребят. Прям натоптанные. Понятно, что за одну рыбалку, за 2 дня ты так не натопчешь. Вот. Скорее всего, здесь ставили одну из палаток. Потому что там тоже присутствуют такие пятна. Да. Блин, полку, ребят, немножко загадили. Ну, понятно, что это дождями все смоется. Ну, как-то, блин, неприятно чуть-чуть. Здесь, скорее всего, была палатка. Потому что вот видно, что вот натоптано. Прошелся по палисаднику, как бы, и обнаружил еще, ребята, пару моментов, почему здесь рыбачили долго. Есть следы лопаты, так скажем. Сейчас покажу. Вот первое место, ребят, видите? Окопано вот так. Это, скорее всего, холодильник был, что-то такое подобие. Вот. Опять же, вот видно, что тропа сюда натоптана. И еще один момент. Вот еще один, ребята, схрон. Вот. И это, скорее всего, под мусор. Все закопано, все чисто. Может, под мусор,
сюда сбрасывали, или тот под мусор. Все закопали. А здесь был схрон, тенечек летом. Вот. Ну, молодцы, ребята. Все культурно. Мусора вообще я ничего не нашел, кроме вот этих банок и так далее. Так что вот как-то так. Да, была рыбалка летом. Если, ребят, кто будет смотреть, кто узнал, вам большой привет. Понятное дело, что там за 2 лет я никаких претензий не делаю. Это нормально. Отводишь место куда-то конкретно и ходишь в одну точку. Все это нормально. Так и должно быть. Просто вам, походу, хотелось кайфовать и наблюдать при этом действии. Но я там как бы спал. За дрова спасибо. Когда рыбалка была, не знаю. Но я так понимаю, что давно. Потому что тина на рогатульках. Вот. Плюс была большая вода. Антикомарин. Сейчас комаров не особо. И кукуруза. Значит, рыбачили на кукурузу. Такие дела. Лодочку поставил туда, ребят. Я обычно туда паркую. Жесткий листопад идет. И будет полная лодка у меня листа. Ну, хотя и там тоже накидает. А так что, все. Разгружаюсь, ребят. Потихоньку, помаленьку. Будем обосновываться. Приберем дровишки. Сделаем себе здесь местечко. Столик. Еще раз говорю, такой высокий. Ну, это вот для чего-нибудь готовки. Как барная стойка. Очень удобно. Не надо наклоняться для разделки рыбы. Вот так видно, тоже вкопали стельки. Кто-то оставил. Там носки. Ух, ребята, какая же здесь красота. Осенью здесь просто великолепно. Сегодня ветер небольшой, но вечером его не будет. Разгружаемся.
Ха-ха-ха-ха. Не знаю, ребят, дрова такие. Видать, что собрали. И, видать, может, осина сырая была даже. Пилили. Вот. Вот так. Плюс-минус. Может, и скатаюсь. Что-нибудь пильнуть. Хотя, в принципе, сегодня не так холодно, ребят. Ночью что-то 6 градусов. Я до этого стоял, было +1 всего. Вот. 4 час начала. Рано. Но я думал, буду дольше бодаться. Получилось нормально. Давайте, ребят, попробуем за второй выезд на Лима. Лис прет, да. Лодку перегнал, короче, я поставил в угол, как и обычно. Потому что я смотрю, там она и так полная леса. Надо, ну, что-то накрывать, конечно. Ну ладно уж, что потом. Прибрался немножко, дровишки сложил. Вот. Надо приготовить снасти. Ну, как обычно, донки, ребята. Закидушки. Связь даже какая-то проскакивает местами. Попробуем постоять здесь. Скоро экспедиция намечается. Вот голову мая, куда рвануть. Куда поехать нам. Так, ребятки, ну что, приготовим. Сумки, блин, закрывать надо. А то листьев будет полная сумка. Мужичок подъезжал, грибы собирал. Тут тоже бор есть. Приготовим. Дома доночки перебрал. Все четко. Порядочек, как говорится. Тут у меня запасочка. Груза, ребят, запасные. Поводочная леска. Бывает, что отрываешь много за рыбалку. Так. Штук 5 накинем. Донок и 5 закидушек туда уже. Посмотрим, в общем, не знаю. Я и закидушки взял, и донки. Рогатульки есть. Сейчас зафигачим. Рано еще, конечно. Время 3:30. Ну, сейчас окунь, в принципе, должен гулять. Кушки, может, поклюют.
Вот и ладушки, ребятки. 10 штучек у меня. Все четко. По яме донки поставил. Ну вот тут самый свальчик. Будем рассчитывать именно на них. Ну, бывало, что и выход с ямы, вот закидушки уже пошли. Как бы бывало, что и они дают. Не знаю, ребят. Будем поглядеть, как говорится. Ну, понятно, все звенит, все качается. Мелочь. Мелочь долбит. Столько малька, кстати, офигеть, окунь гоняет. Блин, а вот сюда на отводной поводочек приехать, окуня подолбить. В коряжник там есть. Тут окушки красивые. Красота. Да и красиво, ребята. Блин, золотая осень. Как сюда приезжаю, здесь осинник, березняк. Блин, просто бомба. Как-то мы тут с Серегой с Кирова балдели. В этом году, скорее всего, приедет. Посмотрим. И заехали тоже на 4 дня. Ночью были заморозки. И солнце было. И осины здесь здоровые. Лист крупный, тяжелый. И помню, как раз уже вот морозы. На 3-й день, наверное, попер лист. Начал как сыпать. А листья здоровые. Такой ковер и по палатке такой шелест. Все усеяно. Такой ковер здесь классный. И крутит, и лист потом плавает. Кстати, тоже плохо, когда вот лист вот тут упадет. Будет такой момент, что рыба потом перестанет брать вот из-за этого листа. Уже проверено. Так, что по времени-то? 16:40. Отлично. 5 часов. Пока туда-сюда. Поставим сейчас койку-место. Чтобы уже было готово. Там в траве поставим. Палаточку приготовлю, чтобы уже ночью потом надоест. Чтобы залезть уже и отдыхать. Вот. Ну и перекусим, наверное, что-нибудь. Нормально, поужинаем. Парнишка подъезжал, вот. Он грибы там собирал. Блин, столько, говорит, этих медвежьих какашек. Свежих, говорит, этих брусничных. Медведя там, медведь ходит. Как бы так. Петарды взял, ребята, попугаем. Заказал я в городе, сигнал охотника, должны привезти мне патроны на осень вот эти. Так, ночью раза 2 бахнул. Подспокойней все равно. В общем, такие дела. Че? Койку место. Да, перекус. Донки ходуном все ходят. Не знаю, может и окунь какой не поклюет, ребят. Понятно, что рано еще.
Тайня. Картошечка. Красота, ребята. Перекусил. Все, сейчас на глазах все потемнеет и будет темно. Ну, какие виды, ребят. А? Это просто сказка. Потихоньку начинаем. Так. Травы вроде нету, но есть немного. Это так, мелочь. Это вообще ни о чем. Крючки, естественно, пустые. Потихоньку будем бомбить. Червя у меня много. С запасом. Где-то картошку убирали, где-то грядки. В общем, немножко собрали. На пару рыбалочек есть. Народу никого. Хотя погода такая. Ну, вот мужичок с другой деревни, получается, за грибами приезжал. А так никого, ни лодок, ни охотников что-то не стреляют. Так, поперли. Поперли наши городских ребятки поближе к деревне. Кто там у нас? Первый пассажир, ребята. Пискарь. Чё себе. Классный живец. Классный живец, конечно, блин. Его бы оставить. Ладно. Никто его не шандарахал. Пискарь. Ладно, друган, давай, иди. Повезло тебе. Пока сидел, что щука никакая не хапнула. Тут там долбит. Пискари. Пискари это тоже хорошо. Раньше много, кстати, пискаря было. Мы на удочку ловили, да крупных таких. Сейчас что-то смотрю, не особо-то и много их стало. Пискарь еще говорит о том, что вода чистая, правильно? Вроде как-то так. Так. Поперли. Ух. А тут ёрш. Тут ёрш. За крышку жаберно зацепился. Иди тоже гуляй. Васек. Пока на червя, ребята. А там поглядим,
Может, на ночь что-нибудь и кину. Такое. Красота. Люблю вот когда так, ребята. Как на ладони. Течения особо нету. На каждой, ребята, пескари сидят с ершами. На каждой причем. Ну, тут то же самое. И ерш. Ерши пока с вечера. Почему на червя, ребят, еще? Потому что может влететь трофейный лещ. Сейчас вообще в легкую. И как бы бывает, что, ну мало ли, вот как в прошлую рыбалку не берет еще налим. Соответственно, есть вариант ночью зацепить леща хорошего. Это у меня 1000 раз так было. Бонусом прилетит лещок. И уже повеселее, как говорится. Вот как-то так. Как-то ну так, ребятки. Окунечек. Вот тут вот малька и гонял. О, маленький. Иди, беги. Расти. Питайся, отжирайся. Пока зима не наступила. Ну все. Прошелся. Червей не было вообще. От слова совсем. Ну это и понятно. Пустил дыма, ребят. Так. Ну вот что, моментально на глазах темнеет. Одел шапку. Фонарик приготовил уже налобный. Спрашиваю, кстати, за фонарик. Что за фонарик? Это от Armatec, ребята. Визор C2 Pro Max. Вот. У меня есть поменьше. Точнее, был поменьше. Юрец, тебе привет, если будешь смотреть. Вот. Визор C2 Pro. Вот. А это Визор C2 Pro Max. Это собрат, но он намного мощнее. Батарея у него мощная. Водонепроницаемый. Даже под водой его можно подводной охотой заниматься. Ударопрочный. Магнитная зарядочка. 2 турборежима, ребят. В общем, вот на таком режиме даже можно подпалить бумагу. Очень нагревается. Вот. Шикарные фонари. Удобно очень. Не объемный. Как бы классно. Давно уже я не знаю, я вот сколько перебрал китайских. Потом раз попробовал. У меня вот был Визор C2 Pro. А я его утопил. Потом был вот второй. Как бы он нормальный, все, рабочий был. Я потом понял, что не хватает. Я постоянно на лима рыбачу, постоянно фонарик на лбу бывает не выключаю. Вот. И подсаживается.
Потом взял вот этот и как бы жене там отдаю там или что-то еще, когда ездим вместе. Ну теперь вот у меня один. Есть еще у меня тактический от Armatec, дальнобойкий. Жерлицы классно проверять. Он бьет лучом, получается. В общем, шикарные фонари, ребят. Ценник, конечно, такой, но оно того стоит. Потому что я брал вот всякие... Долбит. Всякие китайские, такие, как бы... Да, дешево, там можно купить 5 штук. Ну, ребят, самое интересное, что фонарь нужен мне именно сейчас. В тайге, когда я один, и когда он мне нужен, просто сейчас потемнеет, и будет темень. И тот сел, тот что-то затроил. Короче, вся эта требуха. Так что фонарь в тайге это прям такое. Первый походу, ребята. Есть контакт. Первый, братва. Прямо напротив лагеря. Смотрю, что-то тряханул. Зын. Ох, тихо, засранец. Тихо, братуха, тихо. Местный, песчаный. Грамм 500 такой. Заел. Слушайте, как я давно этого не делал. Как, ребят, я давно этого не делал. Ну что, в садок. Первый налимчик. Вот такой. Ямка. Ямка стрельнула. Где ты? Кто бомбит? Закидушка, ребят, бомбит. Какая-то. Блин, фонарь это надо покупать. Светящиеся. А, вот она. Это у нас бомбит, ребят. Там перезабрасываю, слушаю. И чё? И все?
Не, ребята. Тихо, тихо, тихо. Сейчас все запутаешь что-то. С ними сразу надо, ребят. О, вышли. Миляк сработал, ребята. Вышли. Ох ты, тихо. Блин. Как их давно, ребят, в руках не держал. Отвык. Блин, хорошо. Садил тоже. Опа. Нормально. Пойдет. Давай. К другу. Залазь. Залазь к другу. Ух, чудят они. Смотри, ребят, что делается. На эту, на которую тоже поймал. Одна закидушка, одна донка работает. Ё-моё, подсел походу уже. Да. Одна закидушка, одна донка, ребята. Поперла. Дождались. Сюда ходи, браток. Сюда ходи. Какой-то худой, блин. Худой, длинный. Пойдет. Смотрите, ребят, без глаза, трофейный, кололся уже. Худой, тощий, длинный, еще и без глаза. Лещи, ребята. Оп. Тихо. Про что вам, ребята, и говорил. Он только брякнул раз. И все. Молчит. Килограмм плюс, блин. Лещок. А я вот про то и говорил, что бывает такое. Нормально. Хорошенький, ребятки. Красавчик. Блин, не дают. Бегаю как лось. Опять, ребята, так. Ё-моё, я не успеваю нафиг. Опять это. Третья уже рыба на нее. Поклевка, точнее. Рыба пока не знаю. Фу, блин, спотел аж. Ага. Опа. Есть, ребят. Сюда ходи, к папке. Такие не крупные, ребят, но жаренькие. Нормально. Потом утром, если что, посмотрим. Что кого отпустим. Фух. Я еще не могу перекинуть, ребят, все. Жесть просто. Дождался, ребят, своих налимов. На своих местах. Проверенных годами.
Налим жрет, блин, хватает хорошо. Еще и лещ бонусом. Я до этих, ребят, не могу дойти. Охренеть. Вот закидушка куда-то попала. Донка это работает, вот это. Налим. И поклевка была. На ту, получается, 3 уже налима. И вот на эту лещ. Я вон даже ее не зарядил, ребят, видите? Фу, блин, вот это да. Но это выход. Сейчас он закончится. Еще даже толком-то и не потемнело. Ребят, давно так не бегал по поклевкам налима. Аж вспотел. Ветер успокоился. Время 19:20. Короче, 6:30 вышли. Вот стемнело и поперло. Ну, небольшие такие, но вкусные. Самые вкусные. Получается, 4 взяли, еще поклевка была. Ну и бонусом лещ такой уже, килушка. Нормально. У меня даже костер потух, ребят, за час. Некогда было просто. Самое интересное, что на одну закидушку, грубо говоря, 3 штуки. Куда-то попал, кочка какая-то или что-то еще. Ну вот есть же такое поверье, на лиме тропа. На лим как-то ходит. У меня же все рядышком стоят. На эту клюет, на соседнюю не берет. Также эта донка. Рядом стоят. Что у меня тут расстояние-то 5 метров. Течения нету, их не стаскивают, они стоят ровненько. И почаще. Вот как-то так, ребят. Обрыбился, в общем. Вот за червей что я сказал. Бывает, что вот бонусом подлещики попадаются. На ерша, естественно, он бы не клюнул. Все, кинул баллон, чтоб уже работало. Фу, вспотел, ребят, отвечаю. Ну вот это что-то похожее вот на выход. Сейчас будет пауза. Потом редко звоночек, ну как классика, я имею в виду. А так вот только стемнело, сразу они выползли, начали. Не хватает, главное, жрет прям нормально, все в заглоте. Все прям туда, внутрь. Прям пальцем ковыряю. Дядька меня научил. Царство небесное. Вот такой был рыбак. Тут в деревне спроси, кто такой Серега Новиков, все скажут, что это рыбак. Налим глубоко глотает. Вот даже вот эта штука не поможет. Потому что в пищеводе палец суешь и одеваешь чулком, ребят, на палец. Вот. И потом вот так, опа, и крючок на пальце. Это надо учиться, конечно. Можно и в палец воткнуть. Ну и налим сжимает неприятно. У него зубов нету, но наждачка такая присутствует. И потом у меня здесь такие царапины, короче, по сезону. Они не заживают. С рыбалки приехал, на следующую рыбалку поехал, опять порвал. Короче, такая история.
Ну ладно. Ну, бонусы бы, конечно, да. Такой 1,5-2 хотя бы. Ну, 500-600 грамм такие. Один такой худой, безглазый попался. Досталось ему когда-то. Я и шишками ловил, и с пятнами ловил такими черными, и альбиноса ловил. Белый такой, белый. Здесь, кстати, вроде видео тоже давно уже есть. И ловил аж не желтый, аж оранжевый. Такой. С Серегой как раз были на Выче, где мы рыбачили. Попался. Я в шоке, я таких не видел. Желтый-желтый. Рыжий даже, во, правильно сказать. Ладно, ожидаем, ребят. Немножко надо успокоиться. Опять та же, ребята, вы представляете? Опять она, блин. Ё-моё. Что такое? Куда попал Андрей Викторович? Попал хорошо. Вот, берем. Стандарт, ребятки. Стандарт. Блин, худые. Не отъелись еще. Только начинают. Вот закидушка, а? Животворящая, ребята. Где-то возле лагеря обряхнуло. Ага. Качает, ребята. Видите, бряхнет. И стоит, потом молчит, блин. Это налим. Хорошо заел. Блин. Хорошо заел, зараза. Стараюсь добавлять свеженького, ребят. Постоянно. Во-первых, он еще живой, шевелиться будет. Ну и все равно червь вымывается. Запах не такой дает. Вот почему с длинным цевьем крючки стараюсь брать именно по налиму. Чем больше, тем лучше, как говорится. Вот типа вот так вот.
Лисы, ребята. Прям здесь уже орут. Слушайте. Или зайца поймали. Что-то костер вроде. Ни хрена, блин, замолкли, жалко. Тут прям уже в кустах. На той стороне. Сейчас мы сделаем вещь. Вот это пойдет. Вот это, я понимаю, 12-й корсар. Может, рыбу испугал. Ну, оборзели вообще. С вечера уже начали. А сейчас прям, как будто, знаете, как ребенок плачет. Такой неприятный звук. Они лают и подвизгивают. Короче, я уже понимаю, и как бы уже на опыте понимаю, что это лиса. А так, знаете, как будто вот ребенок плачет. Такой мерзкий звук. Ну, в лесу и ребенок, да, в тайге. Маленький. Бывает, что зайца не поймает. Заяц пищит вообще как резаный. Кто охотники знает, кто стреляет. Так что Алена Сергеевна мне на дорожку положила. Ну, то дал. Эхо хорошее. Как бы поспокойней. Костер, дым, а все равно вон хищники лазят. Опять же животворящие, походу, ребята. Странно, блин. Эти стоят как вкопанные. Это работает. Что-то ударил и все. Молчит. Постоим, посмотрим. Завел. Вот почему клюет, ребят. Там кочка или коряга. Он взял и завел. Вот что и клюет. Поломал крючок. Вот почему там клюет, ребят. Потому что там коряга или кочка. Вот там налим пасется. Вяжем. Так. Обычно, ребят, я крючок меняю вместе с поводком. Так будет надежнее. Но все-таки где-то потертый уже, что-то еще. Проще заменить сразу. Мыши там, блин, шурудят. Вот теперь разгадал, почему там клюет.
Почему там клюет? Опа. Раз. Да, у вас затянули, смочили. Поводочек готов. Вот так вяжу, ребятки. Мыши там. Сейчас петарду туда брошу. Будут знать. Все перезабросил, ребята. 8:30. 22 минуты. Рядом стояли, ребят, но даже не тронуто. Ну, короче, я понял, там кочка какая-то, или коряга, или ветка. И вот там налим весь. Вот почему все на нее и клюет. Вот как-то так, ребята. А сейчас клюнул, видать, хапнул в корягу. Они бывают так делают. Особенно на жерлицах. Все. Ладно. Перезабросил. Красота. Что она делает, ребята? Что-то делает, блин. Вот. Поменял поводок. Смотрите. Опять же она предпоследняя. Предпоследняя. Звенит. Походу не крупный, блин. Может вообще даже не налим, блин. Вот ты, блин. Походу хороший, ребята. О, сюда ходи. Вот это я понимаю уже. Пойдет. Опа. Добротный. Вот это уже, ребят, пойдет. Красавец, а? Какой? Хорошо тягать их на палке-то. Это не на донку тянешь. Тихо, 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 брат. Вот он хвостом сейчас будет крутить, вертеть. Поводочек поменял. Все, захавал нафиг. Ухоще. Там, ребята. Тихо, блин. Шеи не хочу ломать. Хочу, чтобы живые были. Ай, 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 ай. Вот я про то и говорю. Наждачка у них сжимает палец. Зараза.
Засранцы. Есть. Фух. Пойдет, ребятки. Красавчик. Блин, закидушка, ребята, просто делает вещи. Смотрите, ребят, несу налима, и тут донка опять это работает. Как это так? Давай быстрее. Партиями выходит. Ё-моё. Давай, брат, в кузовочек. В кузовок. Погнали брать, ребята. Какой желтый. Ах, стоять. Какой желтый, ребят, светлый. Альбинос. Толстячок такой. Приятный. Одна донка, одна закидушка. Охренеть просто нафиг. Надо же. Кому скажешь, хрен поверят. Вы-то хоть верите, ребятки? Ну все, ребятки, затишье. Так, обход делаю, потому что бывает клюнет и просто качает. Это не лещ. Лещ вот он бьет. И ясь там. Он бывает раз и все. Даже вот этот крупный он особо-то и не звенел так. Дернул раз и потом все качает. Ну, донная на дне может стоять. Холодает. Холодает. Вроде порядок. Вроде порядочек. Ну ладно. Посидим, подождем. Время-то еще детское.
Долго я ждал, ребята, поклевочку. Но она пришла. Прямо напротив лагеря. Будем брать. Ты че, выплюнул что ли опять? Выплюнул. Зараза, выплюнул. Нет, сидит. Сидит, ребятки. Небольшой походу. Опа. Небольшой, небольшой. Опачки. О, какой леопардик. Какой леопардик, красавчик. Вот такой налимчик, ребятки. Ой, какой красавец. Да, долго поклевок не было. Что тут у нас? Ну, вот этот уже всплыл. Жабры моя повредил. Эти вроде все нормально. Нормально все вроде там. Ну, сижу, ребят, скучаю. Чаечек попиваю. 23:58. Поклевка. Он тут опять на эту донку. Такой небольшой. Красавчик леопардик такой попался. Ну и все, в принципе. Молчат. Вот такой вечером выход был. И все. Ночью пока тишина. До часика посидим, наверное. Может, до 2. Посмотрим. Перед забросу сейчас хожу, все. Похолодало капитально. Молчат доночки. А сижу возле костра. Балдею. Шустряк какой. Так вот. Ну да. Свежо. Кто бы что ни говорил. Свежо. Че? Лампа все. Замерзает. Так. Телефон где-то на зарядке. Блин, нож еще надо взять. Нож обязательно. Без ножа спать не вариант.
термомахровые носки. Свеженькие, ребятки, оденем на ночь. Самое главное, берегите ноги. Голова в холоде, ноги в тепле. Как говорил Суворов. Тем более в резине ходишь целый день. О, смотрите, какие ноги, ребята. Старые. Влажных салфеток что-то не оказалось у меня. Ладно, такими протрем. Главное ноги беречь. Все остальное это ерунда. Да, в тайге как-то так. Но ничего, нормально. Ребятки, доброго утра. Красота в тайге, ребята. Золотая осень, бабье лето заканчивается. Что-то она как-то вот в этом году рановато. Обычно вот в конце сентября вот такие денечки. А тут она в начале сентября, жара давила, такая теплынь. К сожалению, придется сезон, ребят, бить по дождю. Поездки у нас намечаются, гости приезжают и, соответственно, ну ничего не поделать. Да, в дождь, конечно, это все нудно, холодно, сыро, грязно. Ну а что потом делать? Как-то будем бороться. Спал так, ребят, не очень. Мыши, эти полевки или как с длинным носиком такие. Вообще море там их. Всю ночь возле палатки шурудили, блин. Так. Потом под утро подмерз. Так, нормально. Конденсат, туман. Все сырое, холодно. Заварил кофе, ребята. Время 8 утра. Доел салат. Есть у меня плюшки. Помянул старого, у него у отца годовщина. Вот. Короче, такие дела, ребят.
Донки еще не смотрел. В общем, последний вчера попался в 12 часов. Я во втором завалился. До 3, наверное, я еще там валялся так. Ну, кимарил. Звоночков я не слышал. Ну, тут сами видели, да, как он брык и качает. Возможно, что-то сидит, еще не проверял. Ветерочек, солнышко. Нормально, сейчас все подсохнет. Вещи. Будем проверять, сматывать. Ну что, будем сматываться потихонечку. Будем сматываться, ребят. Но обычно, если рыба, то леска уходит по течению. Если рыбка какая-то есть. Образ маленький, ты избушка, не скучай. Я приду, согреем чай. И с хозяином тайги чарку выпью я. На стене висит ружье, неразлучное мое. Ну вот. Готово. Собираемся потихонечку, ребят. Густера, ребят, провисела. Кстати, вчера на нее лещ попался. Видите, блин, как-то интересно все. Ну, смотрите, никто ее не пожмякал. Щука крупная. Пойдет на засолку. Так, ребят, ну вот такой результат. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10 штучек. Лещ попался. Ну, густерка там. Окунек заглотил. Самый крупный вот этот, ребята, у нас змеюка. Не знаю, килограмм плюс. Ох. Бодрые, все живые, очухались. Тихо, тихо, брат. Дай показать. Вот. Сейчас вот этих отпускаю. Покрупнее беру. И нормально. Вот этот умер. Вот такой желтый попался. Короче, такая рыбалка.
водки сколько. Листы. Листа-то сколько водки. Ё-моё. Ребят, заканчиваю рыбалочку. Рыбалка интересно получилась. Крупных налимов нету, но жаренки все нормальные, такие ходовые у нас пойдут. Да и красиво, ребят, смотрите, какая погода, какая природа. Вообще, пожить пару денечков бы вот так. Но скоро экспедиция, ребят, не знаю, ребята едут. Так что как-то так. Одна закидушки, одна донка сработали. Вот так выглядит местечко с воды. Где-то как раз здесь стояли грузила. И где-то здесь ходил налим. Ну все, ребят, я погнал. Еще надо пободаться с перекатами. Короче, как-то так. Давайте увидимся. Вторая рыбалка, ребят, удачная. Я считаю, что может этот сезон что-то и покажет. Но это не точно.